Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. Сайт президента Республики Таджикистан переработан и активирован с учетом современных требований. Веб-сайт президента Республики Таджикистан в новой разработке отличается красивым современным дизайном, высокой скоростью и другими современными возможностями. 17 июля во всемирную сеть интернета вышел новый сайт основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в новой разработке. Новый веб-сайт president.tg, разработанный ведущими отечественными специалистами, отличается от предыдущего формата красивым современным дизайном, высокой скоростью и другими современными возможностями, шагает в ногу с последними достижениями информационно-коммуникационных технологий, обеспечивает оперативность, удобство работы пользователей, свободный и прямой доступ к новостям о деятельности президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. На сайте предоставлены новые возможности для поиска нужных материалов, в том числе расширенный поиск по ключевым словам, дате и номеру, увеличение и уменьшение размера текста, загрузка фотографий и видео в высоком качестве на ваше оборудование или обмен ими в социальных сетях. Для пользователей компьютеров, мобильных телефонов и планшетов разрабатываются отдельные веб-сайты, на которых новости размещаются своеобразным способом. Все материалы сайта размещаются на 4 языках – таджикском, русском, английском и арабском. Представляются высококачественными фотографиями и видеоконтентом. Рубрики сайта состоят из множества подразделов и содержат подробную и всеохватывающую информацию об аспектах деятельности президента Республики Таджикистан. На сайте для читателей также представлена информация о Таджикистане, государственных символах, лидере нации, президенте, правительстве и исполнительном аппарате. Письмо президенту является одним из важных разделов сайта. Он предусмотрен для обеспечения прямой и непосредственной связи главы государства с пользователями этой веб-страницы и в целом с народом страны. Следует напомнить, что впервые сайт президента Республики Таджикистан был разработан 5 октября 2005 года и обновлен в 2012 году. Разработка нового веб-сайта president.tg предоставляет возможность работникам средств массовой информации, каждому пользователю всемирной паутины просматривать новости с использованием обновлений или страниц пресс-службы президента в социальных сетях Facebook, Instagram, X.com, Telegram, YouTube, своевременно, напрямую и с легкостью получать необходимую информацию о деятельности президента Республики Таджикистан. Помощь президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, доставлена населению района Сангвор, пострадавшему от стихийного бедствия. Помощь, состоящая из продовольственных товаров и строительных материалов, доставлена автоколонной из города Душанбе к месту проживания пострадавших жителей. Как мы ранее сообщали, в результате обильных осадков в виде дождя и схода селевых потоков в селении Йозгант района Сангвор был нанесен значительный ущерб. Разрушены несколько жилых домов, повреждены линии электропередачи, дороги и мосты. С целью скорейшей ликвидации последствий стихийных бедствий по поручению президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в первую очередь жителей переселили в безопасное место, затем были восстановлены линии электропередачи и дороги. Для сельчан были выделены земельные участки для строительства нового жилья. Строительство и сдача в эксплуатацию домов запланировано до празднования Дня независимости Республики Таджикистан. Помощь президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, состоящая из продовольственных товаров и строительных материалов, доставлена автоколонной из города Душанбе к месту проживания жителей района Сангвор, пострадавших от стихийного бедствия. Ответственные лица агентства по государственным материальным резервам при правительстве Республики Таджикистан передали помощь населению села Йозгант района Сангвор.
Сегодня премьер-министр страны Куки Расулзода ознакомился с процессом деятельности, ремонта, реконструкции и подготовки теплоэлектроцентрали 2 города Душанбе к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов. Душанбинская ТЭЦ-2 является одним из основных объектов по обеспечению столицы электроэнергией и теплом. Его мощность составляет 400 мегаватт электроэнергии. Согласно плану выработки и передачи электрической и тепловой энергии в осенне-зимний период 2024-2025 годов, Душанбинский ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 котельные западная и восточная намерены обеспечить тепловой энергией 3200 объектов города Душанбе. Далее. Независимость – это начало качественно нового исторического этапа для современного Таджикистана. Государственная независимость – это самое священное и величайшее достижение таджикского народа, самый драгоценный дар нашей жизни, предмет гордости и чести каждого жителя страны. Независимость и свобода стали началом качественно нового исторического этапа. И Таджикистан за годы независимости достиг заметных результатов на пути обеспечения политического, социально-экономического и культурного развития страны. О достижениях периода независимости расскажет Карим Хайдар. Одними из достижений периода независимости является определение национальных стратегических целей в сферах энергетики, транспорта, продовольственной безопасности и промышленности, благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат, инновационное и высокотехнологичное производство – это залог качественного и ускоренного перехода экономики Таджикистана из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну. В настоящее время принимаются меры по эффективной реализации 4-й стратегической цели – ускоренной индустриализации страны. В последнее время, благодаря созидательным инициативам и начинаниям руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе, расширено строительство промышленных предприятий, социальных учреждений, современных дорог, спортивных сооружений, современных парков и скверов, центров обслуживания в столице страны. Имидж столицы Таджикистана стремительно меняется. Сегодня Душанбе стал ярким примером экологически чистого города мирового масштаба. Душанбе включен в список самых и является одним из самых экологически чистых городов Азии. За короткое время в Душанбе созданы сотни объектов различного назначения, в том числе школы, административные и производственные объекты, спортивные площадки, парки, скверы, центры культуры и отдыха. Душанбе превратился в место проведения крупных международных саммитов и конференций высокого уровня. Душанбе, сердце Таджикистана, является любимым городом не только для каждого гражданина страны, но и многочисленных иностранных туристов и гостей. Меня зовут Рефик Шабанович, я посол Хорватии в Таджикистану. Я могу сказать, что ваша страна очень красивая. Город Душанбе так красивый город, зеленый, чистый, очень много цветов. И ваши люди, у них сердце очень большое. Я Керим Васильевич, приехала с Азербайджана. Нам очень приятно быть в Душанбе. Душанбе очень красивый город. У вас замечательные люди, очень гостеприимные. Мы приехали в Душанбе первый раз. В Таджикистане мы, в принципе, первый раз. И мы очень впечатлены народом, гостеприимством. И мы были в шоке, в приятном шоке, то, что у вас очень красивая страна, у вас очень красивая столица. Согласно исследованию Всемирного экономического форума по качеству дорог, Таджикистан среди стран Центральной Азии на первом месте. С целью превращения Таджикистана в транзитную страну правительство Республики Таджикистан с первых лет независимости мобилизовало все ресурсы и возможности. В настоящее время через Министерство транспорта реализуются 12 инвестиционных проектов. Из них реализация 5 проектов завершена, 7 проектов находятся в стадии реализации, еще 5 проектов в гарантийном периоде. Подробности у Зумрат Файзиевой. В период независимости в стране реализовано 58 государственных инвестиционных проектов в направлении строительства и реконструкции автомобильных и железных дорог, строительства инфраструктуры и укрепления технического потенциала отрасли на сумму 26,6 миллиардов сомани. В настоящее время ведутся работы в этом направлении. В ближайшее время дороги Таджикистана будут использованы в качестве транзитно-экономического коридора Китай-Таджикистан-Афганистан и Китай-Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция-Европа, а также Таджикистан-Китай-Пакистан.
Правительство страны намерено в ближайшем будущем разработать и представить ряд приоритетных проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, имеющих международное и республиканское значение для формирования экономических коридоров. В настоящее время через Министерство транспорта реализуется 12 инвестиционных проектов. Из них реализация 5 проектов завершена, 7 проектов находятся на стадии реализации, еще 5 проектов на гарантийном периоде. В целях повышения уровня и качества дорожно-транспортного обслуживания на территории города Душанбе реализован ряд современных проектов дорожного строительства и ведутся работы по строительству и реконструкции отдельных участков дорог. Современные проекты с необходимой реновацией дорог в столице страны запускаются по современным проектам на основе генерального плана города Душанбе, которые имеют всю инфраструктуру, включая пешеходные переходы, проезды и особый стиль освещения и информационных знаков. Одним из образцовых объектов дорожного строительства является строительство современных эстакад. В первом полугодии текущего года объем грузовых и пассажирских перевозок всеми видами транспорта увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы развития и вклад отрасли в ВВП страны остались стабильными на уровне 6,1%. На основе создания дорог, цветущих аллей и скверов сегодня в городе Душанбе используется современный дизайн. Все дороги Душанбе, особенно центральные проспекты, украшены осветительными фонарями с красивыми элементами. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.